Каждый месяц жителям многоквартирных домов приходят квитанции на оплату ЖКХ. Как же разобраться, как улучшить свой быт, как правильно и доходчиво изложить свою позицию на общем собрании жильцов. Именно для этого в Центральной городской библиотеке имени Маяковского действует программа повышения квалификации управления многоквартирным домом. Программа дает базовые знания для председателей, инициативных участников товариществ и собственников помещений. От ориентирования в технической документации, стандартах и нормативах, финансовых ресурсах многоквартирных домов до разборов нормативной базы и формирования навыков взаимодействия с властью. Кроме того, очень важно разбираться в меняющихся тарифах. Все занятия бесплатно проводит руководитель юридической клиники Чувашского государственного университета имени Ульянова Ирина Сашко. Сегодня, вот уже с учетом такой обратной связи, мы подняли с нашими коллегами, с нашими дорогими гостями вопросы начисления, установления тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Один из самых наболевших вопросов – это тарифы по теплу, конечно, но и уже посмотрели судебную практику и практику других регионов, те вопросы, те актуальные наболевшие проблемы. Конечно же, сегодня повышать уровень юридических знаний просто необходимо. Ведь тогда отстаивать свою позицию будет гораздо легче. Чтобы работа была не на эмоциях, а работа была на фактах, которые будут доказывать, чтобы мы не были агрессивны друг к другу, а с пониманием относились к насущным вопросам. Вопросам отопления, вопросам обслуживания управляющих компаний, в каких случаях, как мы должны действовать, что мы можем сделать, как мы можем улучшить, например, жизнь в нашем своем доме, в котором мы живем, условия быта и внутри помещений, и условия прилегающих территорий. Такие встречи проходят регулярно, и любой участник может узнать ответы на интересующие вопросы. И, конечно же, не нужно игнорировать собрание жильцов. Ведь голос каждого жителя очень важен в решении общих задач. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.